Уважаемые зрители, дорогие слушатели, в прямом эфире передачи «Якутск сегодня» и проведу его я, Анна Федорова, исполнительный директор акционерного общества «Прогноз» и автор инклюзивного проекта «Обнимаю сердцем». За режиссерским пультом сегодня Николай Слепцов-Айден и Мария Новгородова. Сегодня тема очень глубокая и важная. Мы поговорим о проекте «Поговорим культурно», который посвящен Алексею Кулаковскому. И в студии сегодня замечательные гости. Руководитель проекта «Поговорим культурно» Яна Угарова и Аполлинария Дегтярева, режиссер цикла передач «Поговорим культурно». И первый вопрос. Почему именно персона Алексея Кулаковского и почему сейчас? Здравствуйте, дорогие друзья. Хочу начать с того, что издалека, так как принято у якутов, да, с истории. Год назад я встретилась с Михаилом Ефимовичем Николаевым. Мы разговаривали обо всем. Вот. И в конце встречи Михаил Ефимович пригласил меня на научно-практический симпозиум. Алексей Кулаковский, духовный лидер якутского народа. Вот. И съездив на этот симпозиум в Качекаце, я вернулась прямо с твердой решимостью, что о Кулаковском должны знать все, потому что я открыла для себя совершенно иного Кулаковского, не только основоположника якутской литературы, как вот раньше я думала. И когда я приехала, я поделилась вот с Аполлинарией своим таким воодушевленным состоянием, и к моей радости Аполлинария как-то очень поддержала вот эту идею, что надо что-то делать для того, чтобы о Кулаковском знало как можно больше народу. По поводу вопроса, почему именно вот сейчас, да? Во-первых, мы должны понимать, да, то, что у нас началась пятилетка, да, приуроченная к Кулаковскому. Вот. И, наверное, вот такой вот второй момент, да, он достаточно, наверное, более важный, да, это то, что вот как я поняла вот эту вот ситуацию, да, связанную с нашей культурой, да, с нашими традициями, мое поколение миллениалов, да, тех, кто вот сейчас получает знания о культуре нашего народа от своих бабушек и дедушек, да, должен максимально полно перенять, да, чтобы потом в последующем передавать своему уже будущему поколению, да, своим детям. И вот именно с точки зрения, вот, наверное, нашей истории, да, моей истории, почему меня эта тема как бы зацепила, да, заинтересовала, потому что, ну, я сразу подумала о своем ребенке. Да, что я могу своему сыну передать, да, учитывая тот момент, да, что как мои бабушки с дедушкой, да, к сожалению, я не знаю эту культуру. Вот. И именно благодаря этому проекту, да, нам удалось погрузиться в эти знания и получить сполна через призму личности Кулаковского. И мне кажется, это прям очень прекрасно. Вам удалось погрузить нас, зрителей, в персону, ну, понимание, какое-то осознание личности Алексея Кулаковского. Но я про себя говорю. И поэтому, вы знаете, у меня прямо очень такое воодушевление и искренняя благодарность вам за то, что вы сейчас открыли нам по-новому личность Алексея Кулаковского. Это очень своевременно, это актуально. И давайте, друзья, посмотрим тизер к фильму «Поговорим культурно». Ну, во-первых, он был очень одаренный, он умел все. Его культурное наследие, его художественное наследие, его поэтика, конечно же, станут достоянием. Это гений народа Саха. Он открыл совершенно новый и единственно верный путь выживания родного народа. Жизненный путь, который был у Алексея Алексеевича, он уникальный. И глубоко переживал за судьбу своего народа.
И реальная жизнь показывает, насколько он был прав. Что там написано такого, что спустя век мы видим в нем актуальность, и вот сидим с вами и это обсуждаем. А как пришла идея разделить цикл на 3 части? Вот прошлое, настоящее, будущее. Это был единственный вариант, либо были другие какие-то, возможные варианты? Да, действительно, очень хороший вопрос. Вообще, эта идея, сразу скажу, что эта идея появилась сразу, да, что должно быть именно 3 части, да, учитывая то, что мы говорим все-таки про якутскую культуру, да, цифра 3 – это сакральная цифра. Вот. И уже в последующем появилась вот эта вот идея, да, разделить на прошлое, настоящее и будущее, да, потому что мы должны понимать, да, что, во-первых, это историческая личность, да, все равно мы затрагиваем тему прошлого. А также мы должны понимать, что в настоящем, да, личность Алексея Кулаковского, да, и его творчество, оно все равно оставило не просто отпечаток, да, а оно прямо позволило, наверное, вот стать таким, да, настоящим, каким мы его видим сейчас. Вот. И, конечно же, мы должны задумываться о будущем. Вообще, зачем этот нужен был цикл, да, зачем мы его создавали? Мы создавали его для целевой аудитории именно современной молодежи, да, то есть это наше будущее поколение. Мы, конечно же, очень надеемся, да, что и подрастающее поколение тоже когда-нибудь его посмотрит и что-то для себя вынесет. Поэтому, конечно же, мы говорили и про будущее нашей культуры тоже. Я глубоко убеждена, что цикл передач «Поговорим культурно» должен посмотреть каждый. Сюжет очень динамичный, разнообразный. Герои, мне очень понравилось, вы знаете, как отвечают герои. То есть обычно у меня был такой какой-то стереотип, когда мы говорим о личностях из прошлого, то это какие-то шаблонные фразы канцелярщины. А здесь чувствуется динамика, энергетика, и чувствуется, что люди в теме. Да? И давайте, может быть, вот, например, для себя я открыла очень много. Я увидела, что Алексей Кулаковский, он этнограф, он биолог. Когда я прочитала, что он вот описывал растения на якутском, русском и латинском языках, а это выходец из крестьянской семьи, и он еще много чем занимался другим, да. Вот это насколько такая большая многогранность, и я почувствовала гордость, что я из народа Саха, где рождаются такие сыны. Я вот хочу это добавить, да, Анна, просто прямо очень захотелось. Я вот в Качекацах узнала о нем такие вещи, да, я просто подумала, как я до сих пор, я прожила столько лет, и я до сих пор не знаю о том, что среди вот на нашей земле рос такой гений, да. Я бы его называла человеком эпохи Возрождения, потому что настолько он много умел, да, это был совершенно человек с даром предвидения, да, вот. А потом еще достоверно известно, что он знал порядка 20 разных языков. Вот это вообще феноменально, да. Это было 110, там сколько, больше 100 лет назад, вот жил на нашей земле такой человек. И очень хочется действительно, чтобы каждый житель Якутии знал, на какой земле он живет, растет, да, развивается, и как-то стремился быть где-то в чем-то похожим на него. Вот это, наверное, очень важно. Еще я хотела тут, пользуясь случаем, сказать огромное спасибо тем, кто уже увидел этот цикл передач, тем, кто отправляет отклики, их очень много. Спасибо национальной вещательной компании «Саха», которая показала эти наши передачи, начиная с 27 апреля, в День Республики показали первую передачу. И вот очень много было откликов. Очень приятно, что родственники, потомки нам писали, да, Кулаковского. Нам передали, что Михаил Ефимович посмотрел, что ему понравилось. Это прямо очень высокая оценка. И после третьей передачи был такое небольшое как бы недоумение, что вот третья передача, она не похожа на 2 первые, да, то есть она немножко от них отличается, вот, и Аполлинария вот хорошо сказала о том, что надо иметь в виду, что передачи рассчитаны больше на современную молодежь, да, и вот эта
третья передача, она как раз вот адресована им. И почему она немножко отличается, потому что и почему мы 27 апреля именно эту передачу показали в культурном центре «Сергеляхские огни» и пригласили туда молодежь и студентов, да, для того, чтобы, посмотрев третью передачу, они заинтересовались и посмотрели первые две. Да, еще вот хотелось бы добавить, да, то, что третья передача действительно, она больше нацелена на молодых, да, ребят, вот, и нужно иметь в виду, да, что все равно тема личности Кулаковского, она достаточно сложная. Вообще тема культуры сложная, да, и если до сих пор молодой человек не подобрался к ней достаточно близко, да, то ему будет очень сложно, ну, на мой взгляд, да, сразу перейти к первой передаче. И поэтому вот это вот третья передача, да, мы как бы издалека, да, охватывая вообще полностью всю культуру, всю творческую деятельность, да, представителей, наверное, культурной интеллигенции, да, сегодняшней, мы вот немножко начинаем рассказывать про личность Кулаковского, да, таким образом заинтересовав молодое поколение, чтобы они дальше думали о том, что там дальше, что там в первоисточнике было. Когда я посмотрела первые две передачи, у меня было, как я сказала, вот я получила колоссальное удовольствие и вот чувство гордости. Когда я посмотрела третью передачу, мне так понравилась вот заставка, как там сделана, типа вот как мультика, что ли, да, вначале идет же, да, и что отвечают студенты, вот дети, да, тоже в начале первой передачи. Ну, очень интересно вот построено вообще вот. Ну, я далека от режиссуры, но вот меня как зрителя, что первая, что вторая, что третья, каждая очень захватывали. И очень ценно, что именно вы, Аполлинария, как представитель современной интеллигенции, вот взялись за такую тему сложную, серьезную, да, и сумели это сделать настолько прям, ну, прошу прощения за сленг, вот прямо вау, потому что у меня просто эмоции перехлестывают, да. Но это просто колоссально, это талантливо. И это очень как бы воспроизводится хорошо современными людьми. То есть не просто так вот как бы вот сидят и, ну, допустим, да, долго вот одна и та же картинка, а вот меняется быстро, да, и такое для молодежи так лучше воспринимается, скажем так. Я вообще вот, ну, вот в этом месте хочу большой комплимент сказать вот нашему режиссеру, да, и автору сценария, как она вот это вот заранее все, да, что нам нужны вот студенты здесь, школьники здесь, да, вот это вообще очень здорово. И вот то, о чем вы сказали, Анна, в начале третьей передачи, то, что как вот картинки, это картинки, в том числе созданные искусственным интеллектом. Мы попросили Егора Давыдова, да, который далеко находится, и вот он сделал вот через искусственный интеллект вот портреты Кулаковского. Потом мой племянник, который учится в АГИКе, Иннокентий Угаров, он прям специально комикс сделал для этой передачи, да, и очень интересно, что под эти картинки наложена музыка нашего героя Айтала Алексеева, Айтал-Урана. То есть вот все как-то вот Аполлинария так это все очень хорошо сплела, талантливо, да, что оно очень органично смотрится. Ага, спасибо большое. Хочу вот прокомментировать, да, почему именно вот так вот, да, почему не как-то иначе. Во-первых, нужно все равно понимать, да, то, что мы живем, наверное, в такое время, когда не будем как бы так лукавить, да, у молодежи такое достаточно клиповое сознание, да, то есть мы понимаем, что как бы эра социальных сетей, да, вот этих вот видеоконтента, и исследования показывают, да, что все равно у молодежи, у них всего от 3 до 1 секунды для того, чтобы понять, им контент интересен или нет. И поэтому, как бы, так как мы все равно нацеливались на молодежь, мы все равно как бы старались смотреть в будущее, да, и мы понимали, что людям важно, чтобы была картинка красивая, яркая, сочная, чтобы она ну, как бы не останавливалась вот долго на каких-то статичных кадрах, да. Именно
вот сама подача, да, она была прямо, ну вот, скажем так, с такой заботой о нашей молодежи. Вот. Ну, для меня это невероятно сложно. Потому что вот я говорю как человек, может быть, представитель поколения текстов, да, и все труды, они же в текстах про Алексея Кулаковского. И воссоздать это в новом, понимаемом для широкой аудитории молодежной формате, ну, это риск и мужество. Вот знаете, я вот сейчас подумала о том, что это необходимо сказать, да, потому что 3 якутских женщины сидят за одним столом, говорят по-русски о Кулаковском, да. Все равно у некоторых зрителей возникнет этот вопрос. Я хочу в этом месте вот это важно вот для темы нашего сегодняшнего разговора. Вот я, например, родилась, выросла, закончила школу, большую часть своей жизни провела в городе Якутске, да, абсолютно в русскоязычной среде. Мои ровесники как бы не дадут соврать, да, что во времена моего детства вообще как бы с якутским языком было вообще швах как плохо, то есть это вообще не приветствовалось. Вот. И это вот как бы совершенно не в качестве оправдания, да, а в качестве того, чтобы было понимание того, почему, вот, например, мне удобнее говорить по-русски. Да. Спасибо большое моим родителям, спасибо большое моим родственникам в деревне, что мы дома и в деревне разговаривали на якутском, и поэтому я его хорошо знаю. Я его знаю, но мне удобнее говорить по-русски. И вот когда мы к теме Кулаковского, собственно, подошли, я просто подумала о том, что таких, как я, много. Очень много таких, которые все-таки как бы, ну, не совсем вот в якутской теме, не совсем в якутской культуре, да. Я вот, например, к стыду своему не знаю историю Якутии, но уберу слово «к стыду своему», потому что мне потом знающие люди сказали, что у нас нет учебника по истории Якутии. Тут, конечно, вопрос, почему его нету, да? И я к тому, что это должно быть, да? То есть, чтобы у человека, у каждого человека, жителя Якутии, был выбор. Если он хочет знать историю Якутии, он ее берет, находит и читает. Если он хочет выучить якутский язык, у него есть выбор, куда пойти и где. Вот так же, как с английским языком, да? И я вот иногда посмеиваюсь на тему того, что я 40 лет учу английский язык, как бы, да? Но как-то никогда в голову мне не приходило, что я могу с таким же рвением учить якутский язык, родной свой, чтобы знать его больше. И, конечно, может быть, немножко поздновато, но я к этому пришла. Я очень искренне хочу, чтобы мои дети, мои внуки, да, дети, внуки моих друзей как-то вот на эту тему задумались. Потому что, мне кажется, это очень важно. Вот одна из наших героинь передачи, она сказала такую вещь, что вот по переписи населения, да, вот Саха как бы остались на том же уровне, как 20 лет назад. И вот она говорит, что ну вроде неплохо, да, но в этих условиях, в принципе, благоприятных, нас должно было бы стать гораздо больше. Но нас больше не становится, да. А вот из тех, кто есть, якутский язык знает все меньше и меньше с каждым годом народу. И про якутскую культуру тоже мы немножко забываем. Конечно, здорово, что все что-то делается. Но вот на эти проблемы как-то вот мы хотели вот этими передачами тоже обратить внимание, ну, в первую очередь, конечно, население нашей республики. Все, что вы говорите, очень откликается, потому что я тоже из поколения регресса в этом аспекте. Как я считаю, я из Ашек. Класс А всегда это был русский класс. И мы не изучали ни культуру, ни историю своего народа. И только благодаря политике Михаила Ефимовича появились уроки национальной духовности, но я не помню, как они дословно назывались, да, но только тогда как-то вот соприкоснулись, ну, по крайней мере, мое поколение, с тем, что есть философия Саха, что есть культура, история. И тогда мы только начали говорить на своем родном языке. И многие же начинают на нем говорить и к своим корням возвращаться, только уехав. Друзья, оставайтесь с нами. Мы продолжим говорить о личности Алексея Кулаковского и о проекте «Поговорим культурно» после рекламы.
Друзья, в эфире передачи «Якутск сегодня», и мы продолжаем тему про Алексея Кулаковского, персоне которого посвящен проект «Поговорим культурно» Яны Угаровой и Аполлинарии Дегтяревой. Сегодня они в студии. И мы начали говорить о том, что реальность такова, что мы забываем свой язык, и все меньше и меньше народу говорит, да, на нем наши дети не говорят. И вы все, наверное, знаете фразу Михаила Ломоносова: «Народ, не знающий своей истории, не имеет будущего». Вот. И третий цикл, третья передача цикла посвящена именно тому, что нам нужно делать для того, чтобы возродить интерес к истории, культуре. И какие ответы студентов вам больше запомнились, и в которых еще, может быть, вы увидели реальное здравое зерно, что можно реализовывать? Так, вообще получается то, что, почему мы у студентов спросили, да, конечно же, это потому, что они сами представители современной молодежи, да, это все равно для них, да, и нам было очень интересно их мнение послушать, да, то есть сначала мы должны были все равно спросить, да, а потом уже предлагать какие-то свои пути решения, вот, и получается то, что там были такие ответы, те ответы, которые, наверное, нам приходили в голову, да, но именно в словах студентов, да, мы получили некое подтверждение. Да. Студенты говорили, что нужно смотреть на опыт других культур, да, посмотреть на английскую культуру, да, как они продвигают через какие-то кинопроекты, да, через литературу они говорили. Да, про литературу, про музыку, игры были, да, вот. Даже говорили через одежду можно, да, то есть мы все равно понимаем, да, что культура — это не только язык, да, это еще и национальный стиль. Да? Вот. И получается то, что мне кажется, да, то, что мы направили внимание ребят на эту тему, они сами задумались вообще как. Да? Тем более то, что мы спрашивали не просто студентов, да, а студентов, которые занимаются, то есть они учатся по специальности, которая связана с сферой культуры, да, и творчества. Вот. И то есть я думаю, да, что участие в этом проекте как-то, возможно, сподвигнет их, да, направить свои творческие работы именно на сохранение культуры. Друзья, вы можете присоединиться к нашей беседе, позвонив по номерам 32 0066 и 32 1166. А сейчас я вам предлагаю посмотреть видео с кинопоказ премьеры, да? Да, с премьеры в культурном центре «Сергеляхские огни». Обратите внимание, какой большой список там в конце, да, наших благодарностей, потому что очень много людей нам помогали создавать этот проект. Огромное за это спасибо. Вообще, здорово, что, практически, да, за редким исключением, не было ни одного человека, который бы не отозвался на имя Кулаковского. То есть это так людей зажигает, вдохновляет. Всем хочется помочь тому, что связано с Кулаковским. И это, мне кажется, очень здорово, это обнадеживает.
И продолжая тему, вот какими современными методами возродить интерес к языку, к культуре, я хочу вспомнить свой разговор с Олегом Олеговичем Марковым, генеральным директором НВК «Саха». Я ему сказала о том, что вот я хотела бы, чтобы мой внук говорил по-якутски, но не знаю, что делать, да? Вот. И он мне дал 2 совершенно потрясающих совета, которыми я хочу поделиться, и я просто призываю вас попробовать это сделать. Да? Во-первых, он говорит, что фоном всегда, вот надо включить НВК «Саха», чтобы фоном всегда звучала якутская речь. Просто фоном. Он говорит, пусть просто как-то привыкает к ней. Да? То есть не обязательно смотрит, но пусть фоном всегда звучит якутская речь. Это один. Второй момент. Он говорит, показывай якутские мультфильмы. Я говорю, а где их смотреть, сказала такая. Вот. И тут выясняется, что, оказывается, несколько сотен мультфильмов озвучены на якутском языке. И в Ютубе набрать нужно «тюнюк», да, и там выходит прямо, во-первых, выходят очень популярные российские мультфильмы, типа там «Три кота», «Фиксики», да, еще что-то. Они все на якутском языке. Вообще просто прекрасно. А еще есть несколько мультфильмов, которые созданы на НВК «Саха» на якутском языке. И они очень интересны. Я просто хочу сказать, что внуку понравились именно якутские мультики, да? Особенно там есть такие 2 персонажа, Чуранчик и Дуранчик, что-то такое, да? Вот, это 2 робота. И он прямо с удовольствием это теперь стал смотреть. И я просто думала, что он же не понимает, да, и как вот он будет. Очень хорошо воспринял. И вот теперь мы это практикуем дома. И я просто советую всем. Вот просто попробуйте, как бы, да. Это замечательные такие вот лайфхаки. Спасибо, Яна. И звонок поступил в студию. Да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Миронов Валентин Павлович, старик, 86 лет, слепой, инвалид 1 группы. Я очень доволен слушать по радио сегодня девушку, которая говорит так хорошо о Кулаковском. Я Алековский, подчеркиваю, по-русски и по-якутски вырос, так сказать. Якутский язык плохо мы знали, и, естественно, о Кулаковском ничего не знали. И вот я на старости понимаю, это был великий человек, равный Льву Толстому. И вот молодая девушка так хорошо вспоминает, хоть она тоже по-русски, как я, Алековский, но она понимает силу, это заслуги Кулаковского. Спасибо, молодец, хвалю. Валентин Павлович, спасибо большое, что позвонили. Барга Махта. Спасибо большое, это действительно здорово. Да, спасибо большое. Действительно, очень приятно слышать такое. Я очень надеюсь, да, что, такой без ложной скромности, да, что мой пример, он послужит, таким, наверное, каким-то первым таким показательным, что ли, примером, да, для других представителей моего поколения, да, и они тоже заинтересуются личностью Кулаковского, потому что это действительно очень такой человек, да, который им невозможно не восхищаться. Да? То есть, когда ты просто даже читаешь его биографию, ты думаешь, как можно вот столько дел уместить в одной жизни, а учитывая то, что, как мы знаем, он умер очень рано, да? То есть ему не было и 50 лет. И этот человек, он он и прошел пешком там, и на лошадях всю Якутию, да, несколько раз. Чтобы один человек вот сейчас, вот в наше время, вот так вот это все обошел. Вот представьте себе, по-моему, нет у нас таких людей, вообще даже и близко не стоят, да. Вот. Но как наши герои в передачах отметили, да, таким нужно родиться. И Кулаковский, он действительно был таким человеком, да, который родился, вырос, воспитался народом, своей семьей, своим окружением, да, и стал таким. И мне кажется, то, что нам, да, как вообще народу Саха, как всем тем людям, которые живут на нашей земле, да, в Якутии, нам очень повезло, что у нас есть вот такой вот пример.
Да, после того, как я прочитала «Письмо якутской интеллигенции», и после того, как я посмотрела... Ну, то есть я его прочитала после того, как я посмотрела цикл передач «Поговорим». Вообще, очень хорошо, круто. Супер. «Поговорим культурно», но у меня был еще такой большой знак вопроса в голове, а человек ли это? Как Божий посланник, проводник. Вот по поводу использования родного языка. Мы дома говорим по-якутски, но, тем не менее, мои дети, значит, очень плохо говорили, когда пошли в садик, и я спрашиваю потом у логопеда, говорю, почему так получается? Почему мы деревню отправляем для того, чтобы они заговорили на якутском, но в итоге бабушка и дедушка научились говорить на русском, да, а ребенок так и не заговорил, и только на уровне коска и киниге, да, вот на всем, как бы, на этом как бы завершается. На что логопед мне сказал, что вначале ребенок идет в ясли-сад, где говорят на русском. Дома он смотрит мультики тоже на русском языке. И формирование речевого аппарата идет до 3 лет. А у нас вот сложные дифтонги, да, и потом уже, в общем, речевой аппарат не готов их произносить, потом включается уже какая-то психология, видимо, да, но я к тому, что действительно в доме каждого фоном должна идти якутская речь, которую мы можем получать либо с радио Тетим, либо с НВК Саха, да, для того, чтобы это была наслышанность. Да. Я тут хочу вспомнить тоже один из героев наших передач, глава города Якутска Евгений Николаевич Григорьев, вот поделился своим тоже как бы секретом, да, что когда он говорит, я по работе говорю только по-русски, то есть там большую часть суток я говорю по-русски, но переступая порог своего дома, я говорю исключительно по-якутски, чтобы мои дети знали язык. И мне кажется, прямо вот надо брать пример тоже с этого. Это здорово. Еще вот хочу добавить, да, он говорил это именно с точки зрения того, что человек сам должен взять на себя ответственность. Да? То есть все равно, так или иначе, каждый человек будет говорить, как ему удобно. Вот как мы сказали, да, что нам удобно по-русски. Да? Но если ты сам возьмешь на себя ответственность, да, что я вот говорю по-якутски, вот прям переступив порог своего дома, да, я не буду там думать по поводу того, как мне удобно, да, а я буду прямо все время регулярно, целенаправленно вот разговаривать. И, как я понимаю, да, человека очень мотивируют его дети. Да? То есть как бы он понимает, ради чего это он делает. И вот когда у тебя есть цель, да, и ты понимаешь, ради чего ты вот это вот все делаешь, это гораздо легче происходит. Да? Это как-то естественно происходит. Да, и когда есть у человека идея большой миссии, а большая миссия может быть в любой деятельности. Мне очень понравился отзыв вот одной из девушек, которая является инструктором по йоге. Да? То есть инструктором по йоге можно, как бы основываясь на разных мотивах. Но когда идея человека, чтобы мой народ был здоровым, вот это является таким хорошим двигателем, мотиватором, да, и поэтому, да. Да, еще учитывая то, что она ведет йогу для беременных, да, то есть она еще там писала, что она хочет, чтобы родились здоровые дети. Вот это очень хорошо, мне понравилось. Мы все сейчас живем в эпоху глобализации. Это значит большая мобильность, и мы можем растеряться. Маленькие народы, мы можем потерять свою самобытность, свою самоидентификацию, но именно уникальность каждого народа привносит вот этот большой... Я хочу сказать о том, что это является зерном, наверное, человеческого генофонда. И у нас у всех, у Саха, вот это вшито. Наши, верования, я имею в виду наших предков, эйге, да, тонкий мир, энергетика, которую сейчас мы говорим много. А на самом деле мы это и так уже знаем, но мы не умеем пользоваться, потому что мы закрыты. Да, может быть. И вот мне сейчас пришла в голову такая мысль, на самом деле она не новая, просто она сейчас меня посетила, да, о том, что... Вот, допустим, я вспоминаю себя до 16-17 лет, я вообще не задумывалась, кто я, чего я, да. Но вот я переезжаю жить в город Свердловск, который сейчас Екатеринбург, и
И вдруг я понимаю, что я, оказывается, якутка, да, и что... и вдруг мне хочется говорить на якутском языке. Вдруг мне хочется писать родителям письма каждую неделю на якутском языке. Я выписываю книги на якутском языке. Я эссе провожу, да, как бы я там становлюсь председателем землячества, да. То есть, когда ты далеко, это все становится настолько важным для тебя, да. И потом у меня еще есть пример моих друзей в Канаде, например, да, там в других странах, которые вот только когда переехали, они как-то вот почувствовали себя, ну, а до этого они были как люди мира, как они говорили, да. А тут вдруг они поняли, где у них корни, да, что им хочется прямо с земляками общаться, да. Вот это вот интересно, что так происходит. Да, действительно. Он сахалар, везде сахалар. Вот я хочу что сказать. Да. Еще вот такой вот момент, да, мне вот кажется, да, что, ну, вот это лично мое, наверное, мнение такое, да, что, ну, как бы в Якутии, да, проживают не только саха, да, но и, то есть, другие представители других культур, да, но тут есть такой, наверное, феномен нашей культуры, да, что она настолько интересна, настолько захватывает, да, что любому, кто вот соприкасается с нашей землей, да, он хочет в эту культуру погрузиться. Да? Ему эта культура нравится, и это неподдельный интерес. Да? Вот, в третьей передаче очень много наших героев говорили о том, что интерес невозможно как бы навязать, да. То есть это фальшь никогда, как бы, она не получится, не находит, да. Вот именно, да. То есть как бы нельзя заставить человека там полюбить культуру, нельзя заставить человека там полюбить родной язык, да, заговорить на каком-то языке прямо и чтобы он был родным для него. Но вот есть такой феномен якутской культуры, мне кажется, да, что когда люди приходят к нам, да, и когда они находят, наверное, именно информацию о нашей культуре, да, о нашем языке и так далее, то они сразу заинтересовываются. Да, друзья, и поэтому я призываю всех найти в поисковике, в Ютубе, то есть не найти, а написать «Поговорим культурно». Это прямо обязательно надо. Сейчас у нас, вот хочу поделиться, такая атмосфера в студии, потому что говорить о великом человеке можно много, бесконечно, и это так интересно. Спасибо, что вы были с нами. Всего доброго.